Через десятки лет награда все же нашла своих героев. 4 ветерана Великой Отечественной войны Киазым Агрба, Ушанги Басари, Чик Кварча и Григорий Кикискири были удостоены звания Героя Абхазии посмертно. Указ об этом 29 сентября 2017 года подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства передал награды родственникам. К сожалению, так сложилось в жизни этих людей, что те награды, которые должны были быть вручены им еще при жизни, по тем или иным обстоятельствам эти бумаги не дошли. Я просто хотел бы назвать имена этих героев. Это Агрба Киазим Хотхотович, Басария Ушанги Карапанович, Квартия Чика Бекланович и Кикискири Григорий Басович. На звание Героя Советского Союза они были представлены еще в 40-е годы, но по воле Сталина эти награды они так и не получили. К примеру, дважды представленный на звание Героя Советского Союза летчик Киазим Агрба был награжден орденами Красной Звезды и Суворова, а Георгий Кикискири – орденом Отечественной войны второй степени. Спасибо всем, кто принял участие в этой награде. Командир полка генерал Латыпов написал книгу про него. Я хочу вам ее подарить, про его подвиги. Спасибо. Спасибо. За проявленное мужество при выполнении боевых заданий и любовь к родине Киазым Хотхотович Агрба был награжден орденами Красной Звезды Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красного Знамени, медалью за оборону Сталинграда. Дважды он представлялся к званию Герой Советского Союза. Первый раз 16 сентября 1943 года за 44 успешных боевых вылетов. Второй раз был представлен к высокому званию после завершения Яско-Кишиневской операции. Киазым Хотхотович Агрба лично совершил 82 боевых вылета. Подразделения под его командованием произвели 312 самолетов-вылетов. В сентябре 1944 года летчик не вернулся с боевого задания. В день его гибели в частях корпуса были проведены траурные митинги. На следующий день все летчики корпуса выполняли боевые задания под лозунгом «Отомстим за Киазыма Агрба». В 568-м штурмовом авиаполку на бомбах и фюзеляжах самолетов писали «За Киазима, за Агрба». И он фактически повторил подвиг Гастелло. Он направил свой сбитый самолет на вражескую колонну. Так мы так и не нашли его, где он захоронен. И много искали его. Родной брат Георгий Хотхотович ездил и в Румынию, и в Белоруссию, и на Украину, но где не нашли его следов. Так что он без вести пропал фактически. Но видели, как он погиб. Летчики, которые летели с ним, он был командиром эскадрильи. Вот так его судьба закончилась. Он не был женат, никого не оставил после себя. Но, как говорят, награда нашла своего героя в Абхазии. Эта награда Героя Абхазии, по-моему, не менее важная, чем звание Героя Советского Союза. И мы благодарны всем, кто принял участие в организации поиска этих документов. Работа по присвоению ветеранам высшей воинской награды началась еще 2 года назад. Спустя больше полувека наградные листы о представлении ветеранов Великой Отечественной войны на звание Героя Советского Союза с подписями всех главнокомандующих были найдены на сайте Министерства обороны России. Совет ветеранов ВОВ Абхазии борется за восстановление исторической справедливости. Активная работа по поиску ветеранов Великой Отечественной войны, не представленных к званию Героя Советского Союза, продолжается. Рената Шакай, Сайда Гухава, Абхазское телевидение.